Новая мебель и оргтехника. Так выглядит территория свободного детского творчества. Центр детских инициатив во второй школе села Выльгард работает с прошлого года. Здесь ребята могут заниматься творчеством, могут реализовывать какие-то идеи, писать проекты, просто дружить, общаться. В общем, это такое место, где каждый ребенок может почувствовать себя в таком более тепличном, наверное, состоянии, потому что классы – это классы, а тут именно центр детских инициатив, то есть он создан именно для детей. В третьей школе Жешерта центр только готовится к открытию. Уже выбрали председателя среди активистов. Пока территорию обустраивают, школьники время не теряют. Разрабатывают проекты, среди которых есть и профориентационные. Проект включает в себя работу с социальными партнерами нашего поселка. Дети ходят в организации, и организации рассказывают, какие профессии есть в данном учреждении. Также у нас будет проходить сейчас агитбригада, проходили мероприятия для начального звена по профориентации. Усинск – один из немногих муниципалитетов, где центры детских инициатив есть в каждой школе. Наука, искусство, спорт или социальная деятельность. В Усинском лицее своя территория для активных школьников появилась в этом учебном году. 1 сентября 2023 года в нашем лицее открылся Центр детских инициатив. Мы уже успели поучаствовать в различных акциях и мероприятиях. И в скором времени мы готовы реализовывать наши проекты. Наш центр дает большую возможность детям и подросткам показать свои навыки, научиться у своих сверстников, а также участвовать в мероприятиях, показывать свою деятельность и активность, свою активную позицию. В рамках нацпроекта образования создавать центры детских инициатив начали с 2022 года. Сегодня в Коме открыто 190 центров. Уже в этом году их число вырастет до 442. Виктория Палкина, Павел Королев, Олег Юшков, телеканал Юрган.